Талибийском районе Южного Казахстана появился магазин, где все отдают бесплатно. Достаточно лишь поблагодарить за товар. Магазин так и называется «Все за спасибо». Раньше там выдавали только одежду, но теперь нашлись неравнодушные поставщики, которые привозят и продукты питания. Необычную торговую лавку посетила наш корреспондент Катерина Попкова. Сейчас у нас ассортименты пошли, что все есть. Здесь вот мужская одежда, здесь сверху вот это пальто, куртка. Любой товар с этого прилавка можно взять за спасибо, бери, сколько сможешь унести. Но люди, переступившие порог, не сметают все подчистую, только самое необходимое. Говорят, возможно, следом за ними придут те, кому эти вещи еще нужнее. В этом магазине у покупателей не спрашивают о доходах, а надеются только на совесть. Товар в основном отдают малоимущим, многодетным семьям, а также пенсионерам. Я вот, например, решила оставить в корзине хлеб, масло и овощи. Судя по количеству товаров, можно сказать, что неравнодушных людей достаточно. Принести сюда продукты и одежду может любой желающий. Магазин работает несколько месяцев, но молва о нем разлетается быстро. Идея принадлежит Мадине Ермахамбетовой. Изначально ее поддержала сердобольная бизнес-вумен и бесплатно выделила помещение в своем магазине. Люди начали активно помогать нам. Я говорю, действительно, оказывается, добрых людей очень много. Люди носят по 3 мешка картошки, по 5 мешков макарон несут. Одного быка могут зарезать и привезти, да, есть такие люди. Многодетная мать Гульнар Измаханова в этот магазин приходит часто. Так сложилась судьба, что тяжело ей поднимать 8 детей. В семье ребятня донашивает одежду друг за другом, если та остается целой. С грустью признается Гульнар. А вот с продуктами теперь помогают здесь. Это мой 5-й сын. Он раньше в легкой курточке ходил, замерзал. А сегодня я его даже в школу не отпустила, потому что сильно холодно. Вот нашли здесь куртку. Теперь он снова на учебу будет ходить. Улыбки этих людей – слова благодарности. Вот что заставляет основателей магазина каждый день открывать его двери. Пока лавка работает всего пару часов в день. Но этого достаточно, говорят хозяева. Все за спасибо сейчас планируют открыть и в Шымкенте. Катерина Попкова, Ербулат Абишев, Нурмахан Бекмуратов. Южно-Казахстанская область. Хабар 24.